В эфире субботний выпуск новостей «Сапшала». И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске эмоции и новые знания. Экскурсия для учащихся лицея-интерната. Семейный портрет с посторонним. Премьера Абхазского драмтеатра. Закон о запрете абортов. Что изменилось за 7 лет и нужны ли закону поправки. И многое другое. Министр иностранных дел Инал Ардзинба принял участие в глобальной конференции по многополярности, которая прошла в режиме онлайн. В числе участников были главы МИД России, КНР Сергей Лавров и Циньган. Мероприятие объединило политиков, общественных деятелей, журналистов, представителей академических и культурных кругов со всего мира, выступающих в поддержку многополярности, построения более справедливых и демократических межгосударственных отношений. Дирашумас хатырского конференция Аллахулас, шейхапи хайпылара ацакадуамов, акчара куамангиме пысвет хазгуянагует. Уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть, что Республика Абхазия поддерживает интеграционные объединения на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке Российской Федерации. Такие подходы зафиксированы в концепции внешней политики Республики Абхазия в Большом договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного союза суверенных государств в будущем. Народ Республики Абхазия прошел через испытания Отечественной войны 92-93 годов. Мы знаем, что такое с оружием в руках отстаивать право на жизнь и развитие в свободном государстве. На собственном примере Республика Абхазия столкнулась с политикой двойных стандартов, которая так широко применяется как западными странами, так и некоторыми международными организациями. С одной стороны, они реально защищают права косовар, а с другой игнорируют права абхазского народа, имеющего тысячелетнюю историю государственности. Уважаемые друзья, хочу также подчеркнуть, что многополярность проецируется на международную экономическую систему, где происходит магистральная трансформация мировой валютной системы в том числе. Отмечается тенденция наращивания расчетов в национальных валютах, прежде всего имея в виду валюты развивающихся стран. Это еще одно ясное свидетельство того, что мир изменился, и эти процессы неизбежны. Комитет Республиканского профсоюза экскурсоводов Абхазии организовал экскурсию и лекцию для учащихся лицея-интерната имени Дзидзария. Дети посетили достопримечательности Нового Афона, этнопарк Апсны. Как прошло мероприятие и какие впечатления оставило у детей, расскажет Гугуца Вардания. Этот солнечный апрельский день для воспитанников Абхазского государственного лицея-интерната был насыщен событиями и оставил массу положительных эмоций. А еще дети смогли узнать много интересного об истории родного края. 30 учащихся образовательного учреждения в сопровождении гидов профсоюза экскурсоводов Абхазии отправились в Новый Афон. Экскурсия началась с посещения Новоафонского монастыря. Богатейших монастырей Кавказа, один из центров паломничества со всей Российской империи. Сюда стекались люди, еще на уровне его строительства, зная о том, что место само по себе свято и почитаемо. Нас окружают 2-3-этажные корпуса монастыря. Далее экскурсанты посетили Новоафонскую пещеру. Многие из них впервые ее увидели. Сталагмиты, сталагнаты. Там же в 4-м зале будет развилка. Поездка для детей Абхазского государственного лицея-интерната имени Дзидзария была организована профсоюзом экскурсоводов Абхазии при поддержке Министерства просвещения и МВД. Акция называется «Культурное наследие предков». Главная ее цель – воспитание патриотического духа у подрастающего поколения, расширение кругозора учащихся, изучение истории Абхазии. Эллинами в 3 веке до нашей эры. Вдоль этой аллеи Для школьников была проведена лекция по ознакомлению с профессией экскурсовода с целью дальнейшего привлечения молодых специалистов в туристическую сферу. Сегодня в рамках нашего проекта мы посетили достопримечательности города Новый Афон. Многие дети первый раз для себя делают это открытие. К примеру, та же Новоафонская пещера, которая оставила у них самые хорошие впечатления. Мы посетили монастырский комплекс, рассказали им об истории самого города Новый Афон и завершаем мы нашу программу в этнопарке
Апсны. Первым долгом, конечно, хочется поблагодарить и сам профсоюз за то, что он проводит такого рода мероприятия. Я думаю, что на платформе профсоюза такие мероприятия, они будут у нас проводиться ежегодно. Наша основная цель — охватить как можно больше школ, для того, чтобы дети имели возможность на практике своего рода такие туристические выезды, познавательные, совершать. Посетили учащиеся интерната и этнопарк Апсны. Здесь они смогли пострелять из лука, послушать рассказ о бытии и традициях абхазского народа. Особенно хочется отметить тех, которые помогли провести данное мероприятие. Это в первую очередь наши коллеги, члены профсоюза экскурсоводов Абхазии, которые поддержали, помогли организовать. Это немаловажно. Хочется отметить также то, что навстречу пошло Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, которое организовало сопровождение. И также, конечно же, этнопарк Апсны и Новоафонскую пещеру, которые приняли детей, провели им подробную экскурсию по этим замечательным местам. Республиканский профсоюз экскурсоводов планирует и дальше проводить образовательные акции для школьников и надеется, что подобные мероприятия станут доброй традицией. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Добрый юмор, лирические отступления и неожиданные сюжетные повороты. Все это объединилось в спектакле «Семейный портрет с посторонним». Его премьера состоялась 27 апреля на сцене Абхазского драмтеатра. Наш корреспондент Шазина Ханагуа посмотрела и оценила постановку. Сюжет этой пьесы незамысловат и в то же время остроумен. Молодой художник Виктор приезжает в деревню работать в местном клубе и по совету кладовщика Михаила поселяется в комнате в частном доме, которую хозяева сдают приезжим. На первый взгляд, обычная семья с обычными проблемами и ссорами. Тимофей лежит со сломанной ногой и требует к себе повышенного внимания. Жена Катерина ругает его за пьянство. Дочь Таня мечтает о чистой любви и поступлении в институт. Бабушка острит и философствует. Однако Михаил, заметив интерес Виктора к Тане, предупреждает: семья вроде бы не в себе, все со справками, а бабушка вообще всю жизнь в психушке провела. То же самое он рассказывает хозяевам о постояльце. Постепенно в доме воцаряется атмосфера подозрительности, недоверия. Любые действия и поступки, незначащие слова истолковываются каждым по-своему. Недоразумения множатся, пока ситуация не запутывается окончательно. Таким образом, создается атмосфера взаимного страха и подозрений. На этом и строятся одна за другой комичные ситуации, всегда неожиданные и остроумные. Веселая и в то же время грустная постановка, в которой есть над чем посмеяться и есть о чем подумать. Телефон, а номер? А ей? Около 2 месяцев шла работа над спектаклем. Выбор пьесы, а это известная комедия российского драматурга Степана Лобозерова, понятен. Произведение перевел на абхазский язык генеральный директор театра Алхас Чулокуа. В наше непростое время очень не хватает позитива, говорит режиссер-постановщик Алхас Шамба. О нашей закрытости, о нашей некоммуникабельности, о нашей глухоте по отношению друг к другу. Мы ходим, живем рядом друг с другом, но зачастую не слышим друг друга, не понимаем. И наша готовность воспринимать все плохое и культивировать его дальше, хорошее не особо замечаем и проходим мимо. Но в жанре комедии легко, доступно, по крайней мере, мы так хотели, мы так старались.
Пьесу с русским юмором режиссер Алхас Шамба и актеры адаптировали под абхазскую ментальность. И это получилось. Актеры Абхазского драматического театра Гарис Джинжоля, Майя Джикерба, Гунда Ажиеба, Эсма Квициня, Гудиса Тодуа и Леон Кураглы с задачей справились. В результате основная мысль пьесы дошла до зрителей без потерь. Роль постороннего в постановке сыграл Гудиса Тодуа. В Абхазском театре уже не первую роль играю комедийного характера, хотя я себя внутри ощущаю более драматическим, более трагедийным актером, но комедийные роли всегда на преодоление. Поэтому мне было интересно, я с удовольствием согласился на эту роль. Мне кажется, актерский состав в этом спектакле, можно сказать, такой звездный, потому что здесь лучшие актеры Абхазского театра, которые всем известны. И мне с ними работать комфортно, потому что и в жизни мы с ними очень хорошо общаемся, дружим. А в коллективном деле, в коллективной работе это очень важно. Поэтому, мне кажется, спектакль получился таким, каким мы его планировали сделать. Спасибо большое режиссеру Алхасу Шамба. Мы, честно говоря, не ожидали такого шквала эмоций от зрителей, потому что весь спектакль зритель смеялся и не мог успокоиться. Иногда, честно говоря, это отвлекало, но с другой стороны это поднимало нам настроение. Комедия получилась атмосферной, проникновенной и душевной. В ней есть место и юмору, и слезам, и щемящей грусти. Любому понятен незатейливый быт героев, их незамысловатая жизнь, обычные мечты, горести и радости. Как легко нас обмануть, как рады мы обманываться. Но уж если во что-то верим, то идем до конца, куда бы это ни привело. Кто окажется лишним на этом семейном портрете? Хотите узнать ответ? Обязательно посетите Абхазский театр. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Ваш ребенок талантлив, активен, говорит на абхазском языке, значит, его могут показать по телевизору. На нашем канале стартует новая передача под названием «Акупча». Кто и как будет раскрывать таланты маленьких смышленышей, расскажем в следующем сюжете. Купча, бай, и пшдана топ, бари пшдана топ, сей пшдана стадам, а захап шпат, то есть србе, на нас, баси топ, а захап шпзио, бас хтазавит, ай, бас хтазавит. Что здесь та, а генерал кабзир бодр хеду сума. А генерал кабзир, я хочу генерала бзипу. Амла шаша, бай бгла бас бгл. Здесь та перна сервис тот бзиома, дай сахи. Амла сахажен яду, уйон году школа хату, ахаигоб амтакак, уйонашен бозанза. Акупча, смышленыш, не просто похвала, обращенная к ребенку. Так называется новый проект на абхазском телевидении. Съемки уже идут полным ходом. Шоу, раскрывающее детские способности и таланты, будет проходить на абхазском языке. Несмотря на то, что взаимодействие с детьми и расположение их к себе под прицелом видеокамер не самое простое дело, у ведущей Аманты Пония получается с первого дубля. Этому способствует и статус новоиспеченной мамы. Почему мы решили начать проект? Во-первых, мне предложила этот проект Ирина Шотовна. Я согласилась с удовольствием, потому что я ведущая Щечнани, и мне интересно общаться с детьми. Так как контакта с детьми у меня в передаче Щечнани нет, я бы хотела себя проявить в этом направлении. Это что-то новое для наших телезрителей, даже для нас, для телевизионщиков. Называется «Акупча», и само название проекта говорит уже за себя. Мы хотим раскрыть наших детишек совершенно с другой стороны. Мы хотим раскрыть их таланты. Есть очень много детишек, которые вот дома сидят, разговаривают с родителями, с родственниками на абхазском языке, но боятся камеры. И мы раскроем этих детей. Это наша главная задача. Знание истории, игра на музыкальных инструментах, умение петь, танцевать или красиво читать стихи. Что именно, не столь важно. Если ваш ребенок проявляет способности в творчестве, спорте или науке, знает абхазский язык и не боится камеры, значит, вам непременно сюда. Мы услышали, что ты знаешь флаги всех стран. Это правда? Да. Ты можешь их нарисовать? Да. А как ты их выучил? Я смотрю футбол по Матч ТВ, и там была Катара. Они играли там на чемпионате, и там было написано, кто с кем играет.
Я этим научился, и теперь мне купили вот такую карточку. Мне нравится флаг Абхазии и Турции тоже. С детьми уже познакомилась, у меня есть определенное количество детей, которых я хочу показать. С ними познакомиться поближе, и, само собой, познакомить с вами. И тем самым мы будем привлекать и остальных детей тоже. Я стараюсь искать в детях интересную сторону. Я хочу эту сторону раскрыть, и я думаю, что у меня будет такая возможность, если даже у ребенка нет таких каких-то талантов, чтобы он на абхазском языке нам все это мог рассказать, объяснить, показать. Я думаю, что у меня получится что-то сделать, что будет интересно для наших зрителей. Каждый ребенок уникален по-своему, и мы хотим эту уникальность передать. Мультфильмы и детские передачи – эффективное средство для развития и сохранения языка. Соответственно, хороший инструмент, чтобы закрепить навыки в будущем. Язык – это сокровищница, копилка культуры, и в наших силах передать это детям. Во-первых, это внедрение абхазского языка, это развитие абхазского языка. Я думаю, что после того, как детишки посмотрят нашу передачу, им будет интересно тоже попасть в телеэкраны и также поговорить с нами, пообщаться и говорить на абхазском языке. Я думаю, что у нас это получится, и мы постараемся всей нашей командой сделать все возможное, чтобы эту цель осуществить. Детский смех и позитивные эмоции. Телепроект «Акупча» продемонстрирует, насколько талантливы и непосредственны дети вокруг. Передача выйдет в эфир абхазского телевидения в начале мая. Не пропустите. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Голос страны звучит уже 91 год. 30 апреля у Абхазского радио день рождения. Немало трудностей было на пути становления радиостанции, вплоть до полного запрета вещания в 40-е годы 20 века. Во время Отечественной войны народа Абхазии радио стало мощным орудием сопротивления и практически единственным источником информации для жителей республики. Сегодня на Абхазском радио работает большой и дружный коллектив журналистов. Здесь готовятся информационные, аналитические и развлекательные передачи. Частыми гостями студии бывают представители политической, научной и творческой интеллигенции. О работе Абхазского радио в разрезе сегодняшнего дня мы побеседовали с генеральным директором АГТРК Ириной Агарба. За последние годы радио возглавляет наш коллега Адгур Гумба. И не могу не сказать, что есть ощутимые такие изменения. Он работает в направлении создания такой технической и технологической базы радио. Новое, то, что уже применяется на радио, в других странах и так далее, он пытается приобрести, внедрить в радио. То, что его очень занимают эти новшества технологические, конечно, мне это очень нравится. И в меру своих возможностей пытаемся найти ресурсы и поддержать его предложение, его начинание. Второй вопрос очень важный – это кадры. Как везде и всюду и во все времена. Кадрами мы занимаемся, помогли радио в какой-то степени обновиться. Там появилась молодежь, которая учится, которая набирается опыта. Есть надежда, что мы во многом поменяем радио благодаря притоку свежих сил. Штатов нам вечно не хватает. Пытаемся набирать молодых по договору. Но это необходимость. Это необходимость. Не могу сказать, что необходимые ресурсы кадровые, что они все есть и так далее. Если мы хотим видеть радио, которое наши слушатели любят очень, еще лучше и на другой высоте, на другом уровне,
мы должны кадровую проблему решать постоянно. И есть такая проблема, на которую мы обратили внимание. Я помню, даже в те периоды, когда не было технической возможности вещать для нашей диаспоры, работники радио продолжали делать, была редакция «На вещание», как называлось, и делали передачу регулярно, ориентированную на наших соотечественников за рубежом. И я помню, мы все страдали от того, что найти необходимые финансы для того, чтобы наладить технические вещания на нашу диаспору, просто было нереально. Но так получилось, что прошло какое-то время, и проблема сама по себе решилась. То есть без нашего участия появились очень серьезные технологические возможности, и сегодня наши соотечественники могут нас смотреть, да, телевидение наше, слушать радио, в интернете. Много возможностей, у всех сегодня есть гаджеты и так далее. Но не понимаю, почему так мало слушателей нашего радио за рубежом, в той же Турции, где большая абхазская диаспора. Мне кажется, что в этом направлении, может быть, мы должны что-то подсказать, но попробовать поработать, и возможно, что ситуацию удастся изменить. Почему радио, телевидение еще не получили вот эту важную для нас целевую аудиторию, наших соотечественников? И здесь нужна большая работа, так я думаю. Наших ребят, сотрудников радио, хочу поздравить, сказать, что мы вместе в движении, в развитии. Много вопросов, много задач еще надо решить, и быть довольными тем, что мы там что-то сделали, первый, второй, третий, там, и так далее. Конечно, мы не можем и не должны. И хочу всем пожелать, чтобы каждый день, чтобы они воспроизводили нечто новое, новые идеи, интересную подачу информации, новые передачи. Все должны понимать, что мы каждый день должны бороться за слушателя, как за телезрителя тоже. 7 лет назад в Абхазии был принят закон, запрещающий аборты. Он исключает возможность искусственного прерывания беременности даже по медицинским показаниям. Сумел ли закон за это время изменить демографическую ситуацию? И почему он до сих пор вызывает споры? Тему продолжит Рада Чачава. Достоверно известно, что во многих странах мира наблюдаются резкие сокращения рождаемости или абсолютного населения. Проблема общемировая и с каждым годом становится все острее и для развитых стран, и в контексте глобального сообщества, и среди малочисленных народностей, стремящихся к повышению рождаемости. В некоторых государствах ради стимуляции рождаемости и преодоления или хотя бы замедления демографического спада принимаются законопроекты о запрете проведения абортов. К немногочисленным странам, в которых аборты запрещены при любых обстоятельствах, относится и Абхазия. Исключение составляют случаи внутриутробной смерти плода. Прежде всего мы говорим о сохранении жизни. Потому что мы сразу с отрицательной стороны мы привыкаем, что законы, они нам запрещают делать то-то и то-то. Здесь прежде всего, как я понимаю, речь шла о комплексе. Законодательная инициатива предполагала комплекс помощи семье и сохранения жизни матери и ребенка. Наше отношение к закону какое? Мы понимаем, что человека, конечно, от преступлений просто с законом... У закона есть непосредственная функция. Первая из них – обличить преступление. Понятно, что этот закон не заставит людей лучше жить, больше рожать и так далее, и так далее. Но обличать преступление, которое называется убийством ребенка, тем более беззащитного, это прежде всего.
Остановить это уже задача всего общества. Законопроект о запрете абортов под угрозой уголовного преследования был принят парламентом в 2015 году. Основной аргумент сторонников данной меры – демографический кризис, малочисленность населения нашей страны. Абхазия – единственное на постсоветском пространстве государство, в котором действует подобный запрет. Задача близких, родных вовремя остановить вот это вот безумие, которое, может быть, под тем или иным влиянием вот пришло в голову там молодой семье. Вы мне поверьте, более 90%, если в процентном отношении брать, всякие социальные бредни. Нечем кормить, не во что одеть, некуда сходить, государство не смотрит. Ну, послушайте, вы посмотрите на страны, которые благополучные и неблагополучные. Благополучные страны вымирают. Ну неужели этого никто не видит? Благополучные страны вымирают именно потому, что в них превалирует эгоцентризм. Мы должны ставить в пример заботу, прежде всего, о матери и ребенке. Вот на каком угодно уровне, социальном, государственном, законодательном, это должно быть прежде всего, самым важным. Если этого нет, это ни в коей мере не позволяет нам поднимать руку на беззащитное существо. С принятия закона прошло более 7 лет, но дискуссии в обществе не утихают до сих пор. Многие эксперты, правозащитники и медики выступили против полного запрета абортов еще в 2015 году и по сей день продолжают настаивать на необходимости внести в действующий закон поправки, разрешающие прерывание беременности на ранних сроках по медицинским показаниям. В 90 с лишних % случаев это попытка манипулировать человеческим сознанием. Я очень часто слышу в Абхазии о подобного рода выборе. Но я еще ни разу не видел, чтобы какой-то врач, у нас же есть специализированные заведения, роддомы, женские консультации и так далее, засвидетельствовал бы от своего лица, что у нас с момента принятия этого закона ведь не 1, не 2, не 3 года прошло, что у нас погибли люди. За жизнь ребенка и матери нужно бороться до самого конца. То есть нужно ставить вопрос перед врачами, все ли сделано. Мы же что делаем? Мы ведь не довольствуемся тем, что слышим от наших врачей. Мы куда-то выезжаем, просто нужно четко различать социальные, экономические и медицинские показания. Вот если мы твердо эту границу четко проведем, то окажется, что не так уж все и страшно, как это кажется. Противники закона говорят об его опасности для женщин, об увеличении числа подпольных абортов, о данных мировой статистики и о подобном опыте других стран. Мы считаем, что нужно внести поправки в этот закон, потому что бывают такие ситуации, когда женщина беременная вдруг тяжело заболевает, и если не сделать аборт, то она может просто умереть. А бывает также патология у плода, то есть плод, когда УЗИ делают, обнаруживают, что у плода какие-то там очень серьезные проблемы. Мы предлагали, что по медицинским и социальным показаниям только можно было бы делать аборты. Так мы, конечно, не сторонницы абортов. Ничего хорошего мы из этого не вынесли. Ничего хорошего мы из этого не вынесли. Доктора предупреждали, медики предупреждали, гинекологи, педиатры. Но, к сожалению, тут возобладало, как говорится, мнение такого больше религиозного плана, которое не учитывало именно системность этой проблемы. Был сделан упор на один из элементов, который не учитывал всего остального вместе. В итоге мы к ничему не пришли. Рождение, маленький возраст, ребенок в садик ходит, ребенок в школу ходит, он учится и так далее. Если инвалид, то-то, социальные пособия, социальные гарантии. То есть весь спектр человеческой жизни от рождения, зачатия, рождения до его трудоспособного возраста, мы должны в таком аспекте, в такой ширине рассматривать. Не только то, что касается разрешения или запрета на абортов. Системность проблемы демографии, по мнению Азамата Хиба, не решается однозначным методом запрета абортов. В данном случае, как считает специалист, принятый закон может принести больше проблем, нежели предполагалось. Нам нужно смотреть на мировой опыт, на нашу статистику, на, в конце концов, здоровье женщины,
на то, что ребенка больного должны социализировать хорошо. Перед тем, как запретить аборты, мы должны выстроить полный спектр социальной защиты больного ребенка и матери, и семьи. У нас был случай материнской смертности, когда не разрешали все несовместимости, получалось мать умерла. Во-первых, это материнская смертность увеличение. Во-вторых, это инвалидизация. Да, ребенок инвалид, твой родной, любимый, хороший, но у тебя нет спектра возможностей оказания поддержки и помощи. Нельзя, по мнению Азамата Хиба, забывать и об ужасающих случаях болезней плода, несовместимых с жизнью. При подобных осложнениях женщине приходится вынашивать ребенка, зная, что он, вероятнее всего, не выживет. Данные ВОЗ утверждают опасность подобных явлений для ментального и психологического здоровья женщины. Допустим, это хромосомная аномалия. Вот есть болезнь Дауна, она более-менее, ребенок рождается, хотя и тоже с проблемами. Есть гораздо более серьезная операция. Синдром Патау, синдром Эдвардса. Есть недоразвитие легких. Любой аборт – это трагедия. Государство эту трагедию уменьшить. Эту трагедию уменьшить как в отношении одной семьи, так и в отношении общества в целом. И если эта трагедия, оно есть неизбежный исход, давайте не будем мать дергать, давайте не будем навешивать на нее ярлыки. О последствиях введения запрета на аборты, по словам Азамата Хиба, также необходимо говорить. Рождаются больные. Это потом получается смертность в раннем возрасте у детей. Материнской смертности ни в коем случае нельзя допускать. Сфера акушерства и гинекологии, материнская смертность, это самое ужасное. Понимаете, люди отсюда выезжают абортироваться в Сочи, в Грузию. То есть они просто уезжают в другое место. Проблема как пока не решена. Поднять численность населения подобными методами – это абсолютно бесполезно. 80% решения этой проблемы – это создание нормальных социально-экономических условий для семьи. В ходе многочисленных круглых столов и дискуссий специалисты и общественники не раз говорили о том, что есть факты подпольных абортов, что стало причиной бесплодия нескольких женщин. Также есть случаи, когда отказ врачей прервать беременность приводил к смерти матери. Есть и истории, косвенно связанные с запретом на проведение абортов. Например, в феврале 2019 года женщина родила и бросила ребенка в туалете Сухумского рынка. Младенец умер, а вскрытие показало, что он родился доношенным и здоровым. Подобные случаи не получают громкой огласки по ряду причин. Во-первых, это медицинские показания. Просто понятно, то есть эта стратегия выработана уже десятилетиями, тут не нужно ничего думать. Медицинские показания со стороны матери, со стороны плода. Если есть конфликт между жизнью матери и плода, естественно, выбирается жизнь матери, потому что, наверное, у нее другие дети тоже есть. Одна из главных причин введения запрета абортов – демографическая проблема. Но данные статистики рождаемости с 2015 года упорно стремятся вниз. Корреляция запрета абортов и рождаемости вызывает сомнения у большинства экспертов. За комментариями по данному вопросу мы обратились в Государственный комитет по статистике. Я могу некоторые цифры озвучить. Скажем, данные, если вы хотите за базу 2015 год, родившихся было 1927 и умерших 1467. То есть вот такая разница. Но уже на тот период, наверное, где-то 200-300 родившихся детей, они не попали в статистику. Теперь, если мы будем четко смотреть динамику, в 2016 году родившихся 1768, в 2017 1711, 1430, 1271, 1295, 1110 и 997 родившихся по Абхазии. Статистика рождаемости по республике не отражает полную картину. Часть населения выезжает на роды за пределы страны, преимущественно в Россию. И несмотря на необходимость зарегистрировать рождение ребенка в местном ЗАГСе, по словам Камы Гоги, делают это далеко не все. Дело в том, что после 2012 года, когда оказалась такая возможность, получая гражданство Российской Федерации, выехать и получить материнский капитал, вот этот процесс очень сильно тоже влияет на снижение показателя рождаемости, официального показателя статистического. Дело в том, что многие, выезжая за пределы Абхазии, свидетельство о рождении получают за пределами, а вот приезжая в Абхазию, свидетельство о рождении они не все оформляют. Практически основная масса приходят в органы ЗАГСа, когда им нужно или в школу пойти, или в садик пойти. Существуют проблемы, скажем, с Гальским районом. Если раньше свидетельство о рождении они получали на территории Республики Абхазия, то в нынешнее время практически в Гальском районе, исходя из того, что гальцы все едут или в Зубдиди,
близлежащие регионы, будем так говорить, они практически не имеют свидетельства о рождении гражданина Республики Абхазии. То есть эта часть населения, рожденная, тоже выпадает из нашей статистики. В вопросах столь важных, как демографическая политика, права граждан, их безопасность и здоровье, по мнению общественности, необходима кропотливая законодательная работа. В парламент республики неоднократно обращались представители общественности с запросом на внесение правок в действующий закон. За ответом на данный вопрос мы обратились к депутату Инару Сацба. В парламенте в рамках рабочих собраний этот вопрос неоднократно поднимался. Депутаты, мои уважаемые коллеги, они, конечно же, дают себе отчет о том, что те правки, которые были внесены еще в 2015 и, соответственно, в 2016 году, они фактически потенциально наносят вред здоровью и несут угрозу жизни нашим гражданам, так как государство в равной степени должно защищать как жизнь матери, так и жизнь неродившегося ребенка. Но что если неродившийся ребенок фактически несет угрозу для жизни матери? И, соответственно, это абсолютно неправильная дилемма, которая не должна была возникать в нашем обществе. Считаю, что, в принципе, и коллеги, и общество готово к тому, чтобы мы начали рассматривать внесение правок. Мы можем обратиться к статистике, если у кого-то есть сомнения на этот счет. И статистика дает очень точно понять, что не произошло никакого демографического взрыва. Да, несмотря на множество факторов, несомненно, мы должны учитывать все составляющие. Но взрыва не произошло. Лично я считаю, что правки необходимы, в первую очередь правки по медицинским показаниям. По словам Инара Сацба, для начала обсуждения данной темы в парламенте необходим системный подход к принятым мерам, консолидированная работа с экспертным сообществом и детальное изучение вопроса. В целом, при принятии любого вопроса мы, конечно же, обращаемся к людям из соответствующих сфер. И тут очень важен момент инициативы. То есть она, несомненно, должна исходить и от нас в том числе. То, что касается дополнительных обсуждений, на мой взгляд, об этом сказано уже достаточно. И необходимо принимать во внимание все эти факторы и брать в работу. Мы, несомненно, надеемся, что просьбы граждан и здравый смысл все-таки возобладают, и мы начнем вносить соответствующие правки. В сложной и неоднозначной теме запрета абортов жизненно важно учитывать множество различных факторов, мнение экспертного сообщества, слышать и внимать глазу общественности. Однозначного мнения не существует и существовать не может. Аборт – трагедия в жизни каждой женщины, и, как множество раз отмечалось ранее, главная цель – сохранение ее жизни, ее психического и физического здоровья. Проблемы демографии, безусловно, страшны любому обществу, но вопрос остается открытым. Можно ли поднимать рождаемость любой ценой? Рада Чачава, Михаил Братухин, Рамо Камке, Нарсот Сулукия, Абхазское телевидение. С сегодняшнего дня начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи». Состав следует по маршруту Туапсе, Сочи, Гагра и обратно. В этом году поезд прибывает в Гагру на 2 часа раньше, а уезжает на полчаса позже. Прокатиться в вагонах, оформленных в стилистике 70-80-х годов, можно будет до 6 ноября. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.